Ежедневно и ежечасно. К медикам Назрановской районной больницы из 5 отделений реанимации, в том числе, гости пришли не с пустыми руками. Горячие мясные, сырные пироги и сладкие угощения стали знаком внимания. Немножко обрадовались. Ваша заведующая нам сказала, что чуть-чуть все пошло на спад. Будем надеяться, что что внимание язык хотя бы показать свою благодарность вам, мы приехали к вам. Именно врачи находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Помощь медиков сейчас просто неоценима, говорят добровольцы ОНФ. Поэтому так важно их поддержать. Врачи одновременно и смущены, и рады вниманию. В это нелегкое для нас всех время безумно приятно внимание, оказанное нам в виде поддержки от Народного фронта и волонтеров акции «Мы вместе». Спасибо большое. Мы польщены. Назрановская районная больница стала первой, которой пришлось принять удар от COVID-19 в Ингушетии. Весной прошлого года, когда был пик заболеваемости, здесь одновременно проходили лечение порядка 400 пациентов. Сейчас ситуация улучшилась, но расслабляться еще рано. Больные коронавирусом продолжают поступать. В среднем число вновь заболевших пациентов составляет от 3 до 5 человек в сутки. Это вот по нашему Назрановскому району. А в реанимации сколько тяжелых? Тяжелые пациенты на сегодняшний день у нас всего состоит пациентов 99, из которых, к сожалению, в тяжелом состоянии находится 12. Все они находятся в отделении реанимации. Из 12 на неинвазивной вентиляции у нас находится 4 пациента. Всероссийская акция «Мы вместе» стартовала в мае 2020-го. ОНФ присоединились с самого начала. Работа волонтерского штаба, обучение добровольцев, доставка продуктов и медикаментов. Сейчас в региональном штабе проекта 48 добровольцев. Являясь врачом, я могу сказать, что сегодняшняя акция «Мы вместе» – это большой знак внимания врачам за их нелегкий, такой тяжелый труд в настоящее время. Очень приятно было оказать эту помощь в рамках этой акции «Мы вместе». Это все делается поэтапно. Пользуясь случаем, я хотела бы призвать население как можно активнее вакцинироваться. Это сегодня очень актуально. И мы, работая здесь, мы знаем точно, что те, кто вакцинированы, они к нам не попадают, они не болеют. Если у них и случается инфекция, то она протекает в легкой форме. На этом добровольцы не остановятся, делится Народный фронт. В рамках акции они планируют оказать помощь еще нескольким больницам. Хава Газикова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.